Охватившая весь мир пандемия коронавируса повлияла на экономику в целом и на алмазно-добывающую отрасль в частности. Как обстоят дела у акционерной компании «Алроса» и какую поддержку оказывает алмазодобытчик республики во время распространения коронавируса? В материале нашего корреспондента. Правительство страны еще в марте объявило о дивидендных каникулах госкомпаний в период коронавируса. На фоне кризиса были опасения, что «Алроса» не сможет выплатить дивиденды. Но на прошлой неделе компания сообщила о решении наблюдательного совета по дивидендам за второе полугодие прошлого года. Эти средства будут направлены на бюджетные нужды республики. Прошлый год для компании был достаточно успешным, и мы заплатили уже 30 миллиардов дивидендов. И дополнительно выплатим по второму полугодию еще 16 миллиардов рублей. Доля Республики Якутия и алмазоносных провинций около 16 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на, безусловно, бюджетные нужды республики, бюджет который и так пострадал от последствий коронавируса, потому что не только в компании «Алроса» развиваются определенные тенденции с марта этого года, но и по ряду других отраслей. Но эти деньги, я уверен, что грамотно будут направлены на соответствующие нужды бюджета Республики Саха-Якутия. В Якутии одним из относительно благополучных районов по распространению COVID-19 является Мирнинский район. Благодаря поддержке «Алроса» здесь удалось предотвратить вспышку коронавирусной инфекции. С начала марта компания направила в район более 420 миллионов рублей. Это и поставка тяжелого оборудования, и поставка вентиляторов легких, оксигенаторы, различная защита, костюмы защитные для врачей, СИЗы, перчатки, маски, лекарства, укрепление медицинской инфраструктуры. Огромное спасибо властям региона Айсену Сергеевичу лично, потому что мы с ним в онлайн-режиме согласовывали в марте дополнительные жесткие мероприятия, которые наша компания предприняла с целью не допустить проникновения инфекции в наш район и на наши предприятия. В связи с пандемией, в частности со вспышкой коронавируса в вахтовых поселках, компания рассматривает возможность изменения кадровой политики. К примеру, трудоустроить как можно больше местной рабочей силы вместо вахтовых рабочих из других регионов. Я знаю, что Айсен Сергеевич Николаев крайне активно занимается этим вопросом. Мы тоже отдельно работаем с другими недропользователями по тому, чтобы все-таки они опирались больше на местных жителей. Если хорошо, давайте обучать их, давайте смотреть, какие специальности в дефиците. Нет ничего невозможного. И опыт компании «Алроса», высокотехнологичной, эффективной компании, показывает, что, опираясь на местную рабочую силу, мы получаем массу преимуществ. Поэтому я уверен, что большинство недропользователей, которые сегодня оперируют на территории республики, поменяют свой подход и будут все-таки в первую очередь опираться на местных жителей. После пандемии добывающим отраслям предстоит долгое восстановление. Сейчас компания «Алроса» вынуждена оптимизировать инвестпрограммы и реагировать на кризис. По словам Сергея Иванова, в апреле-мае продажи близки к нулю. Однако, по мнению руководства, «Алроса» обладает существенным запасом устойчивости, и с восстановлением спроса на алмазы компания преодолеет кризис. Пока же добывающие предприятия приоритетной задачей ставят заботу о здоровье своих сотрудников. Анна Саркомова, Владимир Борисов, Москва, Якутск.